Құрметті қонақтар, біз бүгін Кавказ музыкасының әлеміне саяхат жасаймыз. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы окунемся в мир музыки Кавказа. Мы расскажем, как историю музыки Кавказа, в каком году и инструментальные песенные фольклоры кавказского народа, когда она создавалась. Вся кавказская музыка была основана на песенном фольклоре народа Кавказа. В песенных фольклорах кавказского народа воспевались подвиги героев своей страны, воспевалось также их быт. В основном кавказский народ в своих песнях рассказывали о несправедливости знати простому люду, когда они забирали земельные территории в свою угоду и про чужеземные набеги. И в этих песенных фольклорах кавказского народа было музыкальное сопровождение обязательным. И вот это музыкальное сопровождение, как бы она вошла в их жизнь, наряду с своей жизнью, можно сказать, и должны были создать какой-то ритм своему песенному фольклору, и этим они брали это из быта, из простого быта, например, из посуды. Они как бы ладошками, руками, палкой, например, били простой, например, взять остов небольшой бочки, обтянутой бараньей кожей, и начали как бы создавать свои звуки и ритм своим песням. И с этого момента они создали, можно сказать, свою национальную традиционную музыку. И расскажем, первое появившийся инструмент музыкальный, это, можно сказать, барабан, потому что берется небольшой остов бочки, обтягивается бараньей кожей, и поэтому говорят, что барабан. Кавказский барабан известен во всем мире и повсеместно является самым популярным ударным инструментом, на котором играет по любому торжественному поводу и без него. Любая кавказская свадьба, концерт, танцевальный номер под лезгинку также не обходится без барабана, но в данном случае своего народного. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно 2-3 тысячи лет до нашей эры, изготавливались из дерева грецкого ореха. Дерево грецкого ореха вообще считается музыкальным и тембрально приятным при звучании ударных инструментов из него изготовленных. Стоит заметить, что в прошлые века на кавказских барабанах играли также особыми палочками. Их называли комбал, чомах, попал, чихипот. Интересно, что палочки были разной толщины и длины, вытачивались из разных пород деревьев. Делалось это для того, чтобы иметь возможность извлекать из инструмента больше разнообразных по характеру звуков. Дорогие друзья, я еще хочу вам рассказать об одном еще инструменте кавказском. Это кеманча. Как известно, кеманча – струнный смычковый инструмент. Вместо тутового для корпуса используется ореховое дерево. Корпус инструмента округлый. А вместо пленки коровьего сердца на деке используется кожа сама. Общая длина инструмента 70 сантиметров, высота корпуса вот это
17,5 сантиметров. Ширина считается 19,5. На сегодняшний день у Кеманчи 4 струны должны быть. Третья, четвертая — это басовые струны. Звук инструмента извлекается с помощью смычка. И на основании этого смычка делается, как правило, из кизилового дерева. К основе смычка прикрепляются конские волосы, чтобы извлекать из этого инструмента музыкальные звуки. Дорогие друзья, в моих руках музыкальный инструмент, кавказский инструмент, называется гавел. Основа гавела делается из тоже орехового дерева, ободок орехового дерева изогнутый. И одна сторона открытая, а на другую сторону тоже прикрепляется из разных шкур животных. Например, здесь должно быть в основном баранья шкура, но современные сейчас музыкальные инструменты на Кавказе делают из пластика. Она более как бы устойчивая от увлажнений, например. А внутренней стороны тоже прикрепляются такие колечки, бронзовые колечки. И она для извлекания тоже при стряхивании вот этого инструмента она издает такой неповторимый звук, например. Она тоже диаметр где-то 45-50 сантиметров, толщина вот этого инструмента где-то 5 сантиметров, тоже 5 сантиметров. Например, в данном инструменте, например, вот этот барабан, гевал и кеманча, это основном используется народом Азербайджана при исполнении мукамов. И вот этот хаснеде, певец вот этого мукама, может держать, например, вот этот инструмент гавал в своих руках, ладошками, например, он как бы менял тембр своего голоса. А сейчас в исполнении Валентина Фришко прозвучит песня на грузинском языке. Не тавса дарицки девца, удзивотурджи халаси, соли десяти рогот щепния. На иари вицар сули, нангариви нарикаласи, чагара савит щемогачения. Бзизе даварде бизмхарио, ушено, сицонские царь мине да, садавис, сваганахали варази, садавис, чахарам тацмин да. Сваганахали варази, садарис, чахарам тацминда. Какой лазурный небосвод сияет только над тобой, Тбилиси, мой любимый и родной. И нарекала здесь стоит, как память прошлых тяжких бед, твою главу венчает
сединой. Расцветай под солнцем, Грузия моя. Ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот. Без тебя и жизнь мне не мила. Тбилисо, где задавали бисмхарево, ушино, сицо цвет царминеда. Садави, свагана хали вараси. Садави, чарам тацминеда. Садави, свагана хали вараси. Садави, чарам тацминеда. Құрметті достар, сіздердің назарларыңызға Мусин Азері Азербайжан тілінде өлең айтып береді. Şesinde şarağay, serese suda dereler, havadan şana terin soy, tasıgan esin böyle. Havadan şana terin soy, tasıgan esin böyle. Kalan ağaçça bırağı, sabırlasak gözdesem, görmeyeceğden toprağı, kolburgan şasol şeşösen. Görmeyeceğden toprağı, kolburgan şasol şeşösen. Құрметті достар, сіздер бүгін Кавказ музыкасының кешін тыңдадыңыздар. Қош сау болыңыздар.